Иван Кривогорницын, режиссер, документалист. Автор нашумевшего фильма «Ганнибал» о лидере группы «Харды». Также в его фильмографии такие работы, как «Ухукту», «Дорога к отцу», «На улице Пушкина», «Якутия. Прощание с веком», «На стыке тысячелетий», «Век якутского кино» и многие другие. 21 февраля выходят сразу два его документальных фильма «По следам Великой Энгеси» и «Жизнь Макара Евункаде», путника из рода дальних людей. Показ пройдет в Доме дружбы народов. Вход бесплатный. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Лена. 21 февраля, в День родного языка, выходит сразу два ваших документальных фильма. Первый фильм о юкагирском поэте Макаре Курилове и второй «По следам Великой Энгеси». Да. Вот расскажите, почему нужно их посмотреть? Первый фильм — это «По следам Великой Энгеси». Энгеси так называли эвенки, они же тунгусы, в 30-х годах прошлого века. Я не побоюсь слова, выдающегося ученого, великого ученого Глафирина Макарина Васильевича. Что такое энгеси? Это такое слово эннеси, савинкийское называется смелая, отважная. И именно Глафира Макарьевна создала для эвенков алфавит, азбуку, письменность, написала очень много словарей русско-тунгусских, тунгусо-русских. И для них она является вообще человеком, приравненным к Богу. И спроси любого эвенка, кто такая Глафира Макарьевна Васильевича, вот эвенк скажет, что тот человек, благодаря которой мы можем читать книги. А как вы нашли эту историю? Дело в том, что я работаю в Национальной библиотеке, в медиацентре, главным режиссером. И в архиве нашей библиотеки, сокровищницы, есть ее коллекция, уникальная коллекция, которую она собирала всю жизнь. И перед смертью в 1970 году она завещала весь свой архив тогда Республиканской научной библиотеки имени Пушкина. И вот это ее архив хранится уже полвека в нашей библиотеке. И все ученые тунгусоведы со всего мира практически приезжают сюда, чтобы изучать ее архив. Там уникальный архив, потому что она более 30 лет ездила в экспедиции, изучала тогда эвенков, их фольклор, их обычаи, их язык, и оставила по себе уникальную коллекцию, потому что сейчас эвенки-то изменились, уже условия жизни изменились, и то, что она успела запечатлеть, это уникальный материал, который сейчас изучают все тунгусоведы России и всего мира. Это, получается, исторический очерк про нее? Нет, не такой исторический, потому что я, как режиссер, автор, пошел, у меня такой метод появился, идея. Она всю жизнь изучала эвенков, и теперь эвенки начинают, наоборот, изучать ее жизнь, ее биографию, потому что ее биография покрыта некоторыми тайнами, белые пятна очень много. Начиная с того, где она родилась, как училась, кем работала и так далее. И девушка Екатерина, Катя Максимова из поселка Иенгра, Нюрнбергского района, поехала в Санкт-Петербург и начала свое расследование. И мы снимали, как она находит, где она родилась, где она училась в гимназии до революции, где она училась в университете, и где она жила во время блокады, и где она обрела вечный покой. Потому что это были некоторые моменты, которые не были известны широкому кругу зрителей. И в ход этого путешествия она познает и себя, и познает заново, в какой-то мере приближает, приземляет к нам выдающуюся ученую Глафиру Макарьевну Васильевич. Глафира Макарьевна Васильевич родилась еще в XIX веке, в 1895 году. Закончила престижную гимназию в Санкт-Петербурге. Потом она застала Первую мировую войну, потом Октябрьскую революцию,
гражданскую войну. И только после гражданской войны она поступила в Ленинградский государственный университет на этнографа и историка. И после этого, в 1925 году, когда ей уже было 30 лет, она поехала первый раз в экспедицию в Сибирь и начала работать именно по венкам, по тунгусам. И в ходе этого в 30-х годах она создала букварь, алфавит, издала очень много учебников и создала очень много вот этих словарей тунгуса-русских. Во время войны она осталась в Ленинграде, пережила блокаду, похоронила маму, потом переехала, ее эвакуировали в Ташкент, и она там работала, вернулась после войны, начала работать, и в 1951 году ее репрессировали. Она попала в ГУЛАГ, в лагеря. И потом, через 3 года, ну, по ложному доносу, о том, что во время до войны она писала что-то про венков, что какие-то очень нехорошие слова про... Ну, какие-то вот такие моменты. Ну, был этот донос, поэтому кто написал, чего написал, это пока еще неизвестно. И она 3 года была в лагерях, и после смерти Сталина ее выпустили. И потом после этого еще она начала тоже ездить в экспедиции, изучать дальше венскую культуру. В Якутии она была 3 раза. Еще после войны, в 1947 году, в Венгрии, в Венгрии, Южной Якутии, потому что там был большой ареал проживания венков. Потом она была в Алекминском районе. И потом еще перед смертью, в 1967 году, она еще раз переезжала в Венгру. Тогда она называлась Золотинка. И потом после Венгры она поехала в сторону Хабаровского края, в сторону Охотского моря. А Макара Курилова как нашли? Вот когда снимали НГС? Нет, Макар Курилов — это совсем другая история. Это, во-первых, юкагир. Юкагиры, они совсем другие люди, другая история. Это, скажем, что исчезающий народ. Они, хотя они самый древний народ на нашей территории, территории нашей республики. Они здесь жили уже 10 тысяч лет назад, в 7 веке до нашей эры. В 7 тысячелетии даже до нашей эры. И, ученые расходятся, откуда они прибыли. Некоторые говорят, что они родственники финно-угорских народов, то есть они прибыли с Урала, начали заселять. Некоторые говорят, что они прибыли, они палеазиаты, они прибыли с Азии с индейцами, переплыли Берингов пролив с индейцами североамериканскими, которые предками, а потом некоторая часть вернулась. И так далее. Поэтому четкой версии нет. Есть вот 2 версии возникновения юкагиров, как они сюда пришли, как они обосновались, но они были первыми большими народностями, которые они жили. Их родов было очень много, и сейчас на территории нашей республики осталось 2 рода, одулы и вадулы. Вадулы — это, так скажем, таежные юкагиры, они живут в поселке Нелемное, Верхняя Колыма, а одулы живут в тундренной Колыме, в Нижней Колыме, там, где возле моря, в Халарчинской и Алеринской тундре. И Макар Курилов, сам он из Халарчинской тундры, из рода Халаичи. Не Халаичи, а Алаичи. И вот меня привлекло то, что он работал 30 лет, я с ним познакомился, и он сказал, что он 30 лет работал оленеводом в тундре. Потом он решил стать работником культуры, но он очень увлекался фольклором, традициями, которые он помнил, и начал ставить в поселке Колымское, он жил. И он сам начал ставить танцы, стал сочинять песни. И все вдруг заметили, что у него есть несомненный талант.
сказали, если ты хочешь работать, перейди культуры из сельского хозяйства, но для этого нужно учиться. И он поступил в 52 года в колледж культуры и искусства на звукооператора. И там он учился 3 года, ходил как дедушка там среди 17-летних парней. И это, говорит, было очень смешно. Но он отучился, получил диплом, стал работать в культуре. Я знаю, что он работал и на нашем телеканале. Да, он работал на вашем телеканале. В Черском, он в Нижнеколымском районе, он работал собственным корреспондентом Якутии-24 и снимал года 3, по-моему, освоил этот видеомонтаж, операторское мастерство и с удовольствием снимал и делал, отправлял сюда, в Якутск, сюжеты. Он очень этим гордится и вспоминает это с удовольствием. А как вы встретились, как вы познакомились? Мы познакомились совершенно случайно на одном концерте НДК Кулаковского и разговорились. И мне было очень интересно, как вот судьба так его водила по разным углам. И, потому что очень сложно вот представить, что он 50 лет, человек может поменять свою профессию и заниматься каким-то сложным видом искусства и культуры, как постановка танцев, сочинение песен, видеосъемками. И меня это очень зацепило, и я написал 2 проекта про Глафира Макарьевна Василевич и про Макара Семеновича Курилова. Как раз в прошлом году фонд поддержки оригинального кино России объявил конкурс на создание документальных фильмов. Я отправил 2 проекта. Думаю, хоть один, может быть, выиграю я. Наконец, на федеральном уровне. И, к моему удивлению, выиграли 2 моих проекта. Что было очень радостно, и редкость это было. Потому что по всей России выиграло по 2 проекта, по-моему, 3 или 2 человека. Но все же ваш главный фильм, по которому вас знают все, это «Ганнибал». Вот расскажите, как нашла вас эта история, почему именно про Ганнибала, про лидера группы Харды? Хорошо. Ганнибала я знаю давно, с детства, можно сказать. Он был намного старше меня в селе Майя. Я сам из села Майя, Мегино-Кангаласского района. И когда я был школьником, он такой ходил, весь такой мощный, волосатый, здоровый. А потом после армии мы с ним познакомились. Я вот служил в армии, стал работать в селе Майя в отделе культуры художником-оформителем в клубе. И вижу, Ганнибал ходит, и начали они репетировать. Резко как-то вот так появилось. И там в состав группы Харды были мои одноклассники, 2 парня. Это Толя Осипов и Рома Семенов. И был парень Толя Назаров, который старше на год. И они начали репетировать в соседней комнате в клубе в Мае, РТК, я как помню. Я заходил, смотрел, они там что-то пели. Я спросил, что поете? Я говорю, вот Ганнибал, Ганя пишет, написал кучу песен, и он поет. Я так удивился, Ганя, как начал писать песни, потому что я его знал, как... Он тогда работал в райпо рабочем, он все время ходил и в магазинах что-то, как грузчик работал. И потом стали его приглашать в Якутск, на Табык, на фестивале. Он стал рок-звездой. И вот и все, в принципе. Больше после этого я стал... я учился на режиссера в Якутске и периодически сталкивался на фестивалях, где он пел. И потом прошло много лет, и этот рок-волна спала на нет. И многие ребята покинули группу по многим причинам. И у него был юбилей, и он попросил меня снять телефильм для его юбилея. Покажем по телевидению. Я тоже так подумал, начну снимать. И начал снимать.
И вижу, что есть очень хороший потенциал, материал, чтобы сделать именно настоящее документальное кино методом наблюдения. И я начал снимать все подряд очень долго. И вот лет 5 снимал и начал монтировать, наконец. Он сам не вмешивался в творчество? Нет, в процесс? потому что мы с самого начала договорились с Ганей, что я буду снимать. И он, в принципе, как творческий человек, понял меня и сказал: да, конечно, снимай как хочешь, все что угодно. И мы начали снимать все что угодно. И потом они уже через неделю-две уже привыкли к камере и ко мне, что я буду снимать, и уже не обращали внимания и делали свои дела. Но я 5 лет не снимал все подряд каждый. Я вот 1 год сниму там пару недель, 1 год там вообще 1-2 дня, а другой год там несколько раз. Зимой, летом, осенью снимал по пару дней. А как это было? Они к вам звонили и говорили: сегодня мы пьем, приезжай? Иногда вот так. Сегодня у нас концерт? Я говорил, что звоните, если какие-то события. Они звонили. Или наоборот, я звонил им периодически раз в месяц, неделю, какие у вас планы, что делаете. Он говорил: вот так, сяк, ничего не делаем, вот так. Я-то планировал снимать его показать, как он живет в мае в своей деревне каждую пору года. Зимой, весной, летом и осенью. Так и делал, но при окончательном монтаже остались только кадры зимние. Потому что зима у нас длинная, много материала было, и зимой у нее происходили какие-то очень большие события, которые влияют на его жизнь. Вот так и получилось. Тоже, но материала было очень много, тоже было очень сложно с отбором материала. А вот эти вот самые такие сильные моменты, да, это похороны и операции. Не тяжело было снимать все это? Ну да, было очень тяжело. Это происходило последние годы. Вот, на 5-й, на 6-й год моих съемок. И Толик умер. Одноклассник, получается, Одноклассник мой, да. Толик умер внезапно, у него сердечный приступ был. И мне позвонили, сказали, что Толик умер. А потом я приехал, поговорил с родными, его старшим братом, с Петром Осиповым. Он сказал: да, конечно, снимай. И, получив добро, я начал снимать эти похороны. Было сложно, конечно, тяжело. Но вот получилось, как получилось, снял. А операция у него была это через год после смерти Толика. Это была годовщина смерти. Они ходили наверх на кладбище. Он шел с кладбища, поскользнулся и упал. Упал и сломал ключицу. Не ключицу, а руку сломал. И положили в больницу, мне ребята позвонили, майнские, сказали, что Ганнибал лежит в больнице, сломал руку, будет операция. Я быстро приехал, поговорил со знакомыми врачами, они разрешили. И вот и снял вот операцию. А из героев этого фильма в живых только Ганнибал, да? Нет, остались 2. Он и Ваня Местников, это соло-гитарист. Он живой. И 2 осталось. Но если они 2 есть, харды существуют. Они могут набрать сессионных музыкантов на ритм-секцию и 2. И все, вперед они могут дать полноценный концерт. Ну, как мы в прошлом году видели, летом в Верделе был рок-фестиваль, они спели, были очень хорошо, тепло приняты. Молодежи, которая не знала, скажем, его Ганнибала, самый пик его расцвета, 90-е годы, середина 90-х годов, когда он, конечно, зажигал. И многие приезжие московские рок-критики, музыканты его буквально боготворили и носили на руках. Говорили, что настоящий панк — это Ганнибал, который живет как панк, поет очень отличные песни про жизнь. Рокерские, и пишет, и поет, создает эти песни. Потому что многие, даже почти все панк-музыканты, они же такие люди, которые днем работают, а потом
для сцены они превращаются в каких-то панков. А Ганнибал, он как жил, как живет, как панк, и он и творит, как панк. Ну, получается, ваш фильм их возродил. Да? Ну, Новая волна да, интереса. да, в некотором роде, да. Я думаю, что в некотором роде, да, возник очень большой интерес к нему, к его музыке. И то, что мы видим сейчас вот в Верделе, он хорошо, его там все время фотографировались, брали интервью, автографы молодые ребята, его поклонники музыки. И, конечно, вот его музыку стали использовать в ряде кинофильмов. Уже туйлегеннен манна келе устунда. Кстати, вы посмотрели фильм «Эдерсас» Дмитрия Давыдова, который был как раз вдохновлен вашим фильмом? Да, я сходил на этот фильм, посмотрел. Как Тоже, оцениваете? ну, я не могу как режиссер оценивать своего коллегу. То есть я не критик, потому что это нас так всегда учили. Ну, понравился, не понравился хотя бы? Ну, можно сказать, ну так, больше понравился, чем не понравился. А когда вы поняли, что фильм получился, что пора его, ну вот, его закончить и наконец-то выдать? Ганнибала? Ганнибала. Мгм. Ну, я вот тянул, да, и думал, как его, столько материала было, как я закончу. И вот прошел удивительный случай. Я люблю охотиться, я охотник, как любой якутский мужик. И весной я опять был на охоте, в тех же местах, где я обычно вот очень долго, много лет охотился. Это места между Мегенгаладским и Ангинским улусами, тайга там. И я один раз шел по той же тропе, по которой я ходил много лет, и буквально столкнулся нос к носу с медведем, который проснулся очень рано. И мы посмотрели друг на друга, и он пошел своей дорогой, я пошел. Вы только вдвоем? Да. Ага. Я шел, у меня это было утром, рано утром. Обычно охотники сначала вот сидят в скоротке ночью, и в часа 4 утра они обходят аласы, озера, чтобы добыть птицу, которая там, скажем, обитает. И во время этого утреннего обхода, это где-то километров 5 вот проходишь, я встретился с медведем. Он пошел своей дорогой, не знаю почему. Я так попятился и тоже пошел к себе. Скажем, Испугались? за им. Конечно, испугался, очень сильно испугался. И шел. И на подходе к нашей избушке охотничьей вдруг опять из леса вышел дикий олень, олениха. Ну, я вообще тоже испугался так. Удивился, вышел как раз олень, такой, олениха. Тоже посмотрела на меня, и потом за ним выскочил олененок. Пым, посмотрели и убежали. Я думаю, елки-палки, что такое, думаю. В одно утро видеть столько этих. Я ни разу не видел ни медведя, ни оленя. Ушел избушка, рассказал, там мы еще так хорошо накормили огонь, что-то какое-то сделали. Думаю, что случилось? И начал думать, и я подумал, что жизнь мне дает, какие знаки. Я подумал, что надо все-таки заканчивать с Ганнибалом. Я быстро за это лето, за 3 месяца закончил монтаж. И тут же отправил на фестиваль «Россия» в Екатеринбург. И мой фильм отобрали в основной конкурс. Я поехал, и показали фильм. И на большом экране совсем по-другому смотрится. И мне было... И люди очень хорошо восприняли, пожалели все Ганнибала. Было много пресс-конференций. И председатель жюри потом мне вручил спецприз жюри за как называлось-то, за любовь и сострадание к человеку. Он сказал, отличный фильм. Это был очень известный питерский российский режиссер Сергей Снежкин. И он сказал, спасибо большое, что снял такой фильм, очень хороший фильм, достойный. И похвалил меня за этот фильм. Тогда я понял, что фильм удался, и какой-то он нашел свою дорогу в этом большом мире.
не только киноискусства, а вообще в этом большом мире нашей жизни. Потому что все-таки не зря Ганнибал прожил свою жизнь, я подумал. Это было в Екатеринбурге, да, 4 года назад. А все эти 5 лет у вас действительно была любовь и сострадание Ганнибала? Ну, любви как таковой не было. Я вообще людей, всех люблю людей, да, как человек гуманистических взглядов. Но сострадание было, потому что было много того, который он упустил из своей жизни, который мог он бы сделать, но не получилось, скажем. Много было, конечно, разных ситуаций, но дело в том, что он на самом деле очень хороший человек, добрый, несмотря на его такие очень сложные песни, сложную жизнь, он сохранил какое-то все-таки человеческое лицо. Он, можно сказать, в жизни не обидел ни одного человека, наверное. А наоборот, люди его обижают постоянно. А вы, получается, больше известны своими историческими очерками, да? Вот этот вот 100 лет якутского кино, «Прощание с веком», Семен Борисов, Андрей Борисов. Да. Мне очень нравится как режиссеру, как творческому человеку, вот время, как оно проходит, как оно протекает, как оно отражается на людей. Поэтому у меня есть один проект большой, «Прощание с веком». Я снимал людей, 100 человек набрал в 99 году, перед окончанием, перед началом нового тысячелетия, нового века. Собрал 100 человек, и они за 1 минуту 100 человек говорили о том, что они видели в прошлом веке и что они видят в будущем. И через 10 лет я спросил у тех же людей, что у них произошло, какие у них были тогда надежды, сбылись ли, они не сбылись ли. И вот из 100 человек осталось, наверное, 70 человек, и они уже в более произвольной форме рассказали про свое видение, про свою жизнь. Они сначала смотрели на мониторе то, что они говорили раньше, 10 лет назад, и потом говорили то, что они чувствуют. Потом я это повторил через 7 лет. И осталось еще меньше народу. И я вот хочу еще через, не знаю, в каком... С тех пор, после 3-го фильма, проекта, прошло больше 5 лет, наверное. Я хочу повторить это. Потому что многие участники сказали, зачем ждать 10 лет, потому что 10 лет очень большой промежуток именно для нашего возраста. Давай, Иван, ты делай по 5 лет, может быть. Им было интересно. Я так тоже думаю, может, сделаю еще раз такой проект с теми же героями. В 4-й раз мы поговорим о том, что происходит на этом свете. Этот проект мне очень нравится, я его ношу с собой. В завершении передачи, наверное, когда и где можно посмотреть этот фильм еще раз? Сколько это будет стоить? Да, документальные фильмы «Жизнь Макара Иванкоды», «Путника из рода дальних людей» и фильм «По следам Великой Энгесе» будут показываться в ДК имени Кулаковского в 6 вечера 21 февраля, в День родного языка. Это будет совершенно бесплатно, поэтому я очень хочу, чтобы все любители и все любители документального кино, все знатоки родного языка, все горожане и жители Якутска, и гости республики, столицы нашей республики пришли на эти сеансы. Будет очень хорошо. 7 сентября. Плотный туман. Пока их не видно. Кстати, я хотела еще один вопрос задать. Вы посмотрели выход Максима Арбугаева и Евгения Арбугаевых? Документальный фильм, который номинирован на «Оскар». Да, я посмотрел. Этот фильм показывали на открытии фестиваля «Республика кино». Мне фильм очень понравился. Думаю, что у фильма очень большие шансы.
Спасибо большое, что пришли. Спасибо за интересный разговор. Спасибо.